Ну что, предновогодняя рыбалка, так скажем. Сегодня у нас 27 декабря, до Нового года там считанные денечки. И что, ребята ловят. Смотрите, сколько машин. Вроде как снегоходный сезон уже в полном разгаре, но местные накатывают. И все-таки еще на машинах двигаются. Мы сегодня с Костей, за живцом, ребята. Кто смотрел ролик, когда забирали Тофика, вон, ребята, смотрите, второй красавец. Костя еще обкатку не прошел. Вот, сегодня на двух коняшках выскочили. Костя, смотрите, какие допы поставил. Две таких канистрочки экспедиционные. Прикольно, кстати, смотрится. Хорошее решение. 10 литров на запас. Я, кстати, ребят, смотрел тоже крепление под бур. Хотел сюда установить. 7 косарей. Блин, дорогое удовольствие, конечно. Ну а так, что, пойдем на яму, ребят. Сегодня у нас живец. Будем посмотреть. Что тут у нас? Ловят? Не ловят. Вот сейчас оттепель была, ребята. Хорошо, говорит, клювал. Мелочь. Ну и крупно выходила. Что-нибудь сейчас поищем. Здорово, мужики. С наступающим. О, Андрюха прет рыбу. Вам привет. Как оно? Да, что, потихонечку дергаемся. Так, молодцы. Ну, поискать. Живец. Монтажником, блядь, подняли нахуй. Не хватает монтажника, блядь. 8 рублей, блядь, деньги. Нихуя, нормально, блядь. Ну, у нас типа на дороге, блядь. Ну да, там хуярить надо. Надо, блядь, с утра и до вечера ебашить. На мороз, не мороз, блядь. Вообще, блин. Я даже не знаю, брать такую, не брать. Ой-ой-ой. Мелкая. Вообще мелкая. Мелкая. Вот это уже пойдет. Ельчик. Это уже пойдет. В общем, ребята, потихоньку ловится. Мелкий, правда, конечно.
Мужики-то на середке-то и покрупнее ловят. А нам-то что? Заморачиваться, кормаком вставать. У него чушка тут возле берега тыркает. Да и ладно. Да и ладно. Штук 25-то поймали уже. Еще штук с десяток и хватит. На середине течения надо. Или поводок, или мормышку побольше. У меня тут маленькая мормышка. Леска 008. Чисто этот. Вчера здесь сига поймали, ребята. У нас люди. Сижок проходит даже. Вот дела, блин, а. Рыбы-то у нас такой тут нету. Да, друзья, живец хоть и поклевывал, но был настолько местами мелкий, что ну такого живца даже жалко было брать, что ли. Местами попадались плотвички с размером мой двойник. Посматривая на мужиков, которые сидели на середине, на течении, доставая хорошую сорогу, я все-таки решил, ребята, попытать счастье. Несмотря, что я 4 года уже плотно занимаюсь только жерлицами, зимняя рыбалка у меня обосновалась именно на удочку, ребята. Я еще с детства по школе ходил на данную речку пешком и очень много рыбалок отдал по удочкам. И небольшой долг-то я все равно, ребята, знаю и умею. Интересный момент. У меня 0,08 лесочка и где-то полграмма мормышка. С такой мормышкой, ребята, я никогда бы не пробил там дно. Потому что, во-первых, очень большая глубина и присутствует небольшая тяга. Я просто взял и подсмотрел, так скажем, у мужиков, сколько примерно не отпускают. И тупо примерно добавил еще метр лески, так и одна не отбил, но у меня получилось около 5 метров. И я чудом, ребята, попал в стаю. Прям в стаю попал. И клев просто был бешеный. А на маленькие потычки кивком на игру или нежели на стояк сорога хватало. Сорога была местами очень крупная, местами заглатывала, а местами я боялся вытащить и оборвать леску, потому что был хороший натяг. Давно так не отрывался, конечно, по удочке, но если заниматься, если искать, и сами знаете, если долго мучиться, что-нибудь получится. Такой интересный момент, подходили мужики, у которых не клевало вообще, а у меня сорога клевала каждый заброс, я дольше спускал свою легкую мормышку, нежели ожидал поклевки. И спрашивали, что за мормышка, а это всего лишь, ребята, маленькая вольфрамовая серебристая мормышка с одним опариком, на которую я ловлю постоянно мелочь живца. Ничего особенного. Просто попал, ребята, в стаю и кайфанул, конечно, и, во-первых, закрыл вопрос по живцу. Живец теперь у нас есть, живец крупный, живцом вопрос решили. День короткий, нужно было успевать. И одна заветная лунка, ребята, сделала, во-первых, и живца, сделала последующую рыбалку, на которую мы их собирались. Вывод такой, ребята, что нужно искать, нужно всегда экспериментировать, что-то подбирать, потому что рыба тоже она не дурная, и если долго мучиться, что-нибудь получится. Очередной пример, ребята. Понятно, что я ее не искал, я примерно подсмотрел, сел в свободную лунку, которую кто-то набурил уже давно рядышком, и сделал красиво. Так что, ребята, все, собираемся домой, завтра выезд.
ребятки. Народу тут труба, бля. Костян целину ломает. Что тут у нас? Как тут у нас? О, ребята. Красота. Вон какие сорожки поклевали. Шикарно же это. Сейчас под компрессор. И будет им хорошо. Отойдут. Все будет хорошо. Все, ребята, живец есть. Это круто. Что-то я по берегу ходил, ну такая тюлька поклевывает. Потом что-то решил в середину. Кое-как нашел глубину. Что-то, ну, был задев, вроде как отбил дно. А потом все равно тащит. И на метр, ребята, леску спустил. И потом понеслась хорошая крупная сорога. Прям душу отвел. Так, что у нас? За бортом минус 10. Ночью будет минус 14. Утром выезжаем с Костяном на 2 600-ках. Решили, хотел я за налимом на реку. Ну, у Костяна еще на обкатке. Это слишком далеко ехать. Поедем на озеро с ночевкой. Будем праздновать Новый год, так скажем. Потому что завтра минус 14, а уезжать будем уже минус 20 будет. Будет холодно, далеко, и собака еще на обкатке, так что не будем ее жару ей давать. Поедем 30 километров. Все, ребят, до завтра. Для нас сейчас сборы всю ночь, а для вас одно мгновение. Доброе утро, ребята. Ну что, 7 часов. Выскочил уже, загрузился. Жду Константина. Где-то должен появиться. Договоренность в 7 утра у нас. Ну, я, в принципе, с 4, ребят, уже на движухе. Чтобы вы понимали, я не отсюда выезжаю. Мне надо приехать сюда, в деревню. Я живу 12 километров. Сборы, как бы погрузка, и только так. Рыбалка у меня вот такая. Не все как бы так и просто на самом деле. Ну что, у меня загрузка, ребята, как обычно, капитальная. Палатка, полы, 2 раскладушки, себе Кости, спальник, кухня там. Костя вчера привезли брикеты, Костян повезет брикеты. Полный кофр, жерлицы, аккумуляторы, шуруповерты, запчасти, там, ключи и так далее. Ну и здесь кан, шнек, саночки и провизия. Вот как-то так, ребята. На улице твердая пятнашка. И по прогнозу завтра уже все, ребята, минус 18, 20. Короче, Новый год, ребята, у нас будет морозный. И что-то там местами, короче, около 40 будет. В общем, все каникулы будут у нас морозы. Люди ждали такие длинные каникулы. И не порыбачить, и не погулять. Будут сидеть дома, наверное. Но мы что-то придумаем. У меня по традиции таежная избушка. Я езжу туда отдыхать. Даже так, не с рыбалкой, а просто. О, и Костя прет. Нравится мне Костян, то что он именно заряжен по времени. Меня очень сильно бесит, когда с кем-то договариваешься. Строишь планы, спешишь. Я бывает сюда на такси приезжаю, чтобы не подвести человека, а бывает стоишь, ждешь час-два, проспал или что-то. Ну, Костя едет, все как нужно. Сейчас даже посмотрю время.
7 договоренность. 6,55, ребята. Костя прет. Вот это нормально. Короче, на 2 600-ках, ребята, заезжаем на озеро. Крайняя рыбалка в этом году. Погнали. Саныч. Красота, ребята, в лесу, полнолуние. Здесь как будто даже холоднее. Вот пересекли с Костей речку. По традиции здесь остановка, у нас полдороги проехали. Морозики, морозно видно, звездочки. Красиво очень. Сейчас косачей будем поднимать. Леса шла по буранке, прям свежие следы. Вот такая луна, ребята. Не знаю, как по рыбалке будет, по клеву. Сорога вчера клювала, хорошо. Короче, пьем чай. Такие вот все пыльные. Свежий снег выпал ночью. Такая вот пыльца летит прям. Ребята, добрали, что, говорит, как? Холодно. Свежо, да? Что-то, ребят, тут вообще попахивает-то не тем, чем положено. Ну, в деревне вот пятнашка, я вот смотрел, пятнашка. Вот здесь что-то в районе 20-ки, наверное, полнолуние. Сейчас еще как раз утренник расцветает. Ну да. Быстро, главное, не поедешь, блин, холодно. Ну ничего, доехали. В общем, все, ребят, на озере. Вот только-только расцветает. Сейчас будем выставляться.
Сегодня решили, как бы, знаете, ничего не выдумывать. Возьмем, Костя возьмет эту, допустим, сторону, я возьму эту сторону и в центрике набросаем. Поставим здесь палатку. Прямо сейчас, как только установимся, сразу залезем в палатку и не будем мерзнуть. Будем кайфовать, отдыхать. У нас есть о чем поговорить. Новогоднее такое настроение, так скажем. Взяли 2 пачки брикетов, и с прошлых рыбалок тут у ребят дровишки остались, тоже их попалим. Так что будет тепло, у нас уютно, хорошо. Ну а пока расставимся, что? Надо расставляться, ребят. Потому что утро, не знаю, такие перепады, конечно, блин, тоже. Сейчас было +2, а сейчас вот -20. Такое себе, знаете, человек, организм тоже привыкает. Очень холодно, блин. Ну, погода, конечно, дурная. Такие перепады, ужас, конечно. У Костяна вот такие жерлички, ребята. Что, Костя, нравится? Нормально? Да, заебись это. Ну, получше, чем те. Ну, как вот у меня шика, ребята, то же самое, наверное. У меня только вот стойка. А в виде щуки. Здесь как бы затяжечка такая есть. Ну, такие высокие можно подзакопать. Ну, и вроде пластик ничего у них, как бы более-менее. Потому что вроде желится, а пластик вот разный бывает. Некоторые лопаются, а некоторые как бы этот нормально к морозу, устойчивые. Ну ничего. Наших городских. Шуруповерт изначально замерз, потом покрутился нормально, пошел работать. Да, перепады, конечно, блин, страшные. Что по старой схеме, ребята. Сверлим, насаживаем. Сегодня центряк заберем, посмотрим. Хотели на реку ехать, я вам уже сказал, но Костя на обкатке пока не будем. И поехали, завтра холодно уже будет уезжать. Там все-таки работать очень надо много на реке. Ездить. Ну, в общем, такие дела. Шуруповерт замерз изначально, а потом нормально пошел. Вот это прошлый, ребята, мой ряд, так скажем. Вот я здесь стоял. Да, ледок уже, ребят, хороший. Сантиметров 40.
близко к берегу не пойду. Так, в большей степени центр будем забирать. Вот как-то так, ребят. Так. И потом в центр. Вот это все будем забирать. Раз, два, три, четыре, пять. Так. Давай, подруги. Да. Мерзнет. Мерзнет, ребятки. Все замерзает. Вот так обсучали. И нормально. Ну вот, ребят. Я выстоял здесь. Ну, пятерку оставил. Вот и пойду сейчас. Поеду на ту точку. Нашел там активность. Там бьет ключ. И вот живец там живет. И, видать, ну и понятно, и мелочь туда скапливаться. Кислородом подышать. И, естественно, хищники за ним. Костя изначально просто повтыкал, получается, без живцов, а сейчас вот заряжает живцами, потому что кан забыл, а живец-то весь у меня был. И изначально получилось так, что он просто набурил, повтыкал, а сейчас идет и ставит живца. Так, затянуло, ребята, снежочек пошел небольшой, крополиток. И немножко потеплело как будто. Не знаю, ну просто сейчас начали двигаться, может и согрелись. Ну заезжали вообще, я охренел. Думаю, блин, вот крепко как. Ладно, едем туда. Пробиваю точку. Там понимание есть. И, в общем, 3 жерлицы еще дальше поставлю. Еще дальше. Посмотрим. Такой пухлый снежок, ребята. Такой пух. Работает, работай давай. Все-таки дежурные ребята, а эти дежурные. А то можно и проиграть же, получается. Вообще, дело к Новому году. Пару дней осталось. Щука здесь потихоньку замирает. И не знаю, может там с работы когда и не будет вообще. Хотя навряд ли что-то должно стрельнуть же. Жерлиц-то немало поставили. Тем более на плотву. Тем более на плотвичку. Должно все хорошо получиться так-то. Ну все, ребята, дела сделаны. 10 утра у нас стоят жерлицы. В общем, там центряк набросали, Костя ушел в край, вернулся тоже. У меня вот здесь и здесь, ребята, 7 штук получилось. Ну, тут через одну просто монстры такие здоровые. Так, живца тоже нету особо. Пускай плавают. Костя там накатывает
поляну. Я ему сказал, говорю, Кость, доделаешь там, накатай. Куда палатку поставим. Погода, блин, такая сегодня красивая прям. Снежочек был, блин. Сейчас вот такое солнышко небольшое. Красиво очень на озере. Вот. Ну, сработок пока нету. Будут вообще они, не будут, непонятно. Опять погода меняется, ребят. Вообще. Такие перепады жесткие. Ну, так очень красиво стало, смотрите, ребят. Облепила так, такая изморозь как бы. Шикарно. Ну, Костян там готовит почву. Пойдем сейчас палатку ставить, ребята. Печку разжигать. Будем кайфовать. Сегодня же у нас предпраздничный, ребят. Выезд. Вот. Ну все, класс. Не знаю, Кость. Приехал, короче, ребята, я к Костяну. Посидели мы тут 10 минут. И у нас первая сработка, первый загар. У Кости. Сторона Кости хапнула. 11 часов, ребят. Вот первая. Первый флаг. Еще сидим, думаем, блин. Тишина такая. Солнце вышло. Такая красота, ребят. Ладно, Кость, спешить не будем. Только еще... Вон там второй у тебя горит. А когда уже щелкнул? Вот это выход, ребята. Это выход. Тот, наверное, давно уже стрельнут был. Вот 11 часов выход, ребят. Утренний. Это только-только прям бодануло. А пока не мотает, сюда подойдем. Вот видишь, так флаг еще стоит, понял? И не видно, но тут что у нас? Тоже, да? Непонятно. Два загара. Ох, солнце, ребят, смотрите, крутое какое. Четко. Ну что, новогодняя щука будет у нас? Возвращаясь к этой, вроде подкручивает. Вроде как подкручивает. Надо, никак не надо спешить, ребят. Тем более уже дело такое пассивному клеву. Полностью вымотал. Ну, забирай. Забирай, Костя. Есть? Ага. Ну вот. Первая щучка. Неплохая так? Да? Ну пойдет. Это же хорошо. Хуяна. О, килушечка, братик. Давай, кулачок. Красава. Килушечка. Нужно было взять это. Земник. Ну, так и без бога. А вот черная первая, ребят. Шикарно. Шикарно. Да, килограмм стабильно. Вот дали заглотить. Он прям там далеко. Ну, что-то к выходу, наверное. Два загара-то. Я-то по этой полосе стоял, а Костю вот поставил. Здесь-то я уже давно не ставил по этой стороне. Как бы должна. Ну и молодцы. Уже кайф, ребята. Уже есть новогодняя. Костя домой возьмет. Нормально. Нам и так вдвоем будем работать. Что нам? Никогда за рыбу, ребят, не цеплялся. Ни какой-то там... Не, Кость. Жад. Нет. Не надо жадничать никогда. И тогда будет успех. Сколько у тебя тут, Костя? 15 метров, что ли? Бля, я не знаю, сколько там этот завода они. А, это заводская, да, еще? Ага. Ну, метров 15 точно есть, если не 20, блин. Косачи, ребят, смотрите. 5 штучек. Сейчас сядут, наверное. О, сели. Летают, блядь. Сели.
Косачи сели, ребята. Костя завел, в руки греет, мерзнет. Ребята, прям на елочку сел. Красавец. И где-то там еще у нас. Ага, вот. Здесь нету. Вот они, ребята. 5 штучек налетело прям. О. Красавцы. Вон они, ребята. Костян трахтит. Ну, можно скрадывать, по идее. Ну, с мелкашки бы вот можно было уже брать. Мясо бы было уже. Греет руки, ребят. Замерз Константин. Не привыкший. Ну, это руки привыкли. Нормально. Красотка, ребята, у нас попалась. Есть. Нормально. Самая едовая, хорошая щучка. Сейчас замерзнут, как стекло будут. Мороз. В общем, вот левая сторона у Кости сработала. 2 загара. Костя тут насорил. Вот так вот. Вот эту мотужелицу хапнула. Пока у меня тишина. У меня вон здесь с этой стороны. Вот так вот, ребята, красота. И вот там дальние стоят. Сработок пока нету. Да, вон. Там снизу по ходу тетерка, понял? Сверху петушок на нас смотрит. Позирует. На соседнем там вон еще одна сидит. Да. Они там вниз еще сели. 5 штучек налетело. Я смотрю, кто-то летит, не понял. Он что, селька не тут? Фу, пошел. Этот улетел. Это осталось там. Ну что, хорошо. Я как Косте сказал, когда мы сюда приехали, я говорю, вот до этого сейчас тут был. 2 сработки, да, у меня Костя в 11 часов. Вот так и получилось. Потом я стоял до 2. В 2 часа была сработка холостая. И все, я уехал домой. А на утро приехал, стоят 7 флажков. Вот и интересно, когда были сработки, во сколько? В 3, в 4 вечера, в 5, в 9. Непонятно. Или рано утром. Так что поглядим. Ладно, что, ребят. Под косачей, наверное, поставим палаточку и запалим печечку. Костя пельмешки взял на обед, а вечером я сделаю классную, ребята, традиционную строгану в печень со сметаночкой. Это будет здорово. Ладно, дай бог еще фазок увидим. Холодно, блин, зараза. Опять морозы пришли. Ё-моё, блин, а. Новогодние праздники в мороз все будут.
Все, ребята, дом поставили. Труба дым идет. Дровишек подкололи у ребят, которые были. Все, разместились, вроде хорошо. Вот вышли на улицу, загар стоит у Кости. Там на ту же жерлицу, скорее всего, та же мелкая щука, наверное, царапает. Ладно, пойдем посмотрим. Подходим, ребята, и смотрите, второй загорелся. Фига себе. Вот он. Но так бывает. Вот на эту хапало, ребята. На крупного живца. Тот горел, и это сейчас прям на глазах. Прям на подходе. Мелкая, походу. Посмотрим, что. Что там, Кость? Нету вымотки? Вымотки нету, да? Вон видно. Бодануло, наверное. Вот это мелкая тут ходит, наверное, слышь. Шибает, блин. Мороз стоит, ребята. Капитально, блин. Парит все прям. Мои молчат. Тут хоть что-то, какие-то сработки. Ну, есть что-то. Ахуй. Мелкая щука. 100%. Че, пусть пока стоит. Ну, попробуй, да. Постояли, не крутит. Она и хулиганит, ребята, здесь, походу. Мелкая, блин. Зараза. О, Костя. На, пожалуйста. Ага. Вон центр, ребята, бахнул. Разгулял. Опять на глазах. Разгулял О. вообще. Есть? Есть. Опа. Ахуй. Сошла нахуй. Да, мелкая, живец крупный. Живой еще. Вон, ребята, сейчас опять он Костя щелкнул середина. Нормально. Нормально, весело. Хоть так. И у меня там вроде вот, ребята, на конских живцах что-то вроде как будто флаг, да? Костя, флаг. Поеду сейчас там смотреть у себя. Ну, сейчас еще Кости вот эту понаблюдаем. Ну вот. Что-то как-то это получается уже 4-я, 5-я сработка. Пока одна щучка. Тот край у меня молчит. Ну, это мотает, ребята. Тут мотает. Вот мотает, да? Пошла, Костя, брать надо. Ага. Есть. Хорошая тоже. Килушечка есть? Нет, душечки нет. Килушечка, я говорю. Душечка есть. О, килушечка, да? Пойдет. Опять захуярила, блин. Есть. Есть. Ну, килограмм уже берет жадно, уже глотает нормально. А Костя взял инструмент, да? Да. Правильно. Так, ну что. 2 килограмма положили, ребят, на лед. Ну, блядь, разожмись нахуй. Ну, к ряду, ребята. Это чуть поменьше. Грамм 800. А это вот килушка железная есть. Пока донес, уже замерзла. Ну вот у Кости что-то разгулялось, там нет-нет. Моя сторона молчит. 5-я сработка. И вот у меня дальняк вроде горит. Не видно. Сейчас на камеру посмотрю. Сработка, ребят. Посмотрел в камеру. Он холодный, я же говорю. Я-то прогрел уже сейчас недавно. Все,
хорошо, ребята, смотрите, солнце село из-за туч. Как говорится. Та-та-та-та-та-та. Но. Ну не зря, ребят, там пятачок-то поставил. Дело глухозимию. Каждая сработка сейчас, как говорится, на вес золота. Самое последнее, ребята, в край туда. Я уже как раз продолжил вот эту тропиночку разматывать, так скажем. Вымотки нету. Кося там пятаки нарезает. Смотрите, какая дымка такая на озере. Холостая, походу, ребят. Холостая. Холостая. Ну, помотала что-то немножко. Все. И на этом все, хватит. Первая сработка. Может, мелкая какая-то держит. Ну, так вымотка-то есть. Чуть по чуть. Выплюнул. На лунке аж парит, ребята. В траву завела. Короче, живца, ребят, пока будем оставлять. Что есть свежий, будем менять. А потом, если что, за спинку. Ну вот как-то так, друзья. Походу тоже не крупная щучка. Килограмм-то он берет, вроде ничего, хватает. Костя там летит, шугает щуку с берега. Мороз еще, погода поменялась, давление. Но, к сожалению, мои молчат. Ладно, что, едем обедать, ребята, пельмени. Пельмени еще никто не отменял. Все, расположились. Ну, как-то так тут еще сумки. Потом под низ уберу. Соня поставила вот так печку. Таким образом. Ну, я обычно так ее задвигал, сейчас так. Как обычно, фанерка, у меня здесь коврик. Так, что мало ли угли. Потому что там уже с той стороны, когда полы стояли, печка там стояла, получается. Не знаю, кто-то когда-то, видать, или подкладывал. Короче, уголек там есть, небольшая метинка. У нас 2 пачки брикетов, дрова, на улице дрова. Вот так кинули раскладушки. Это медведь. А здесь берег, ребята. Здесь уже лапки есть такие. А здесь вот так крышки положил, чтоб не продавило. Маленький столик взял. Там у нас кан отогревается. Вот, сейчас все развесим. Уже все сушится. Все хорошо. Сейчас с Костей будем готовить пельмеши на обед. Загаров нет. Тишина. Вот сейчас что-то постреляла. Дневной выход был. Ну, еще вечерняя может будет. Посмотрим. 6 работок и 2 щуки. О, раздеваемся, ребята. Пару дровишек бросим. Пускай там у нас шает. Распаковка. Дощечка. Блинчики такие, братан, взял на завтрак. Вечером-то у нас, понятно дело, о, хлеб замерз. Подкинь его туда, пускай подогреется. Термосочек. Смотри, что в магазине нашел. Холодец такой. Тут, короче, горчица. Да. Такой. Это знаешь, почему замерз? Я с машины забыл достать. Вчера купил, из машины забыл достать. Он у него в машине за ночь промерз. Так бы не замерз. Ножик, режик. Лимонадик. Тоже прихватила. Лимонадик. И тут
печеночка. Достану, пускай там возле печки оттаивает потихоньку. Вечером замутим праздничный салют. Не замерзла. Не замерзла. Ребята, бац. И наблюдаем. Наблюдаем за картиной. Меня все интересуют вот эти дальние железы. Молчат. Молчат родные. На горелочке, ребят, сделаю. Быстрее будет. Можно, конечно, и на печке. Горелочку заряжу. Пообедаем как следует. Кося за водичкой пошел. Опа. Да, блин, вот морозик-то, а. Нехилый такой. Маленький столик взяли, ребята. Большой не стал брать. Все. Что там, Кося, свежо? О, пиздец, там мороз давит. Вон, ставь. На плитке сделаю. Не, братцы, как же хорошо. Палатка — это, конечно, круто. Кто бы что ни говорил. Да, понятно, возни много. Поставить. Самое неприятное — собрать ее. Еще когда это все сырое, допустим, блин. Это надо где-то сушить. Ну, а так вот, ребят, кайф. За бортом опять крепчает, а у нас вон тут галюфе, все дела. Нормально. Да, Костя? Так точно. Это точно, ребята. Ну что, вот сейчас перед сумерками, возможно, будут еще загары. Ну, блин, было понимание, что, конечно, попадем вообще в неклев. Ну, уже даже с рыбой. Это уже круто. Уже на Новый год на стол уже есть, ребята. Так что смотрите, у Косяна какой свитерок новогодний. Сегодня мы с Косяном будем кайфовать, балдеть. Нормально. Ну что, у нас вода закипела. Не обращайте внимания, ребята, вода она такого цвета есть, торфяная вода. Почему щуки вот и черные? Но вода нормальная, можно пить ее. Так что ничего страшного нету. Пошел пельмень, ребята. Вот так вот. Красота. Подсолим. Дал Кося это. Только специи у меня. Целый пакет. Зато можно приготовить все, что угодно. Вот так вот. В стороночку. Опа. Ну все, ребята. Пельмешки готовы. Че, Костя, вывезем мы, нет? Я не знаю. Я не настолько кишкобутно. Ну и вообще в целом тут же тоже много, да, ведь так-то. Пачка на двоих. Ты говори, хватит. Пойдет, что? Хороший пельмени, он жирком. Так, майонеза нету. Есть сметана, но сметана нам на ужин. Приправка есть? Приправка есть. Есть масло растительное. И масло давай. Давай маслом, да. Будет нормально. Маслицом если сбрызнем. Так-то пельмени вкусные сами по себе, то что? Хороший. Вот так вот, ребята.
все. Так, Приправку хотел дать. приправку сейчас сделаем. Приправка тут у меня, братан, серьезная. Я тебе скажу. Нет, какая-нибудь такая магия есть, что-то такое? Маги? Маги нету. Есть вот такая. Типа как этот. Ну, короче, перемешку уже, да? да, там 7, короче, там и... Ну, давай. Ну вот, бери насколько надо. Сыпани. Тоже чуть-чуть сдобрю. Что, ты эту берешь или эту? Да, без разницы, что, любую бери. Блин, темнеет уже, смотри. Обед приготовили уже сейчас. Сейчас уже свет выключат. Придется свой зажигать, да? О, свет есть, да. Ой. Так. Что, по 5 капель? По 25 капель? Будем? Да, сейчас погоди, сейчас достанем. Он довез, видишь, не замерзли. Мандарины? А, у нас же сегодня новогодняя вечеринка. Да. Мандарины на столе это святое, да. Хлебушек. Так, колбаска, сало, если что. Да ты сейчас давай тут все не доставай. Ну мало ли Да. там что-то тебе захочется еще. Лучок зеленый есть. Ну, Тоже не замерз еще. прикольно, да. Это И прикольно. вот такая еще приблуда есть. Ну, вообще великолепно, да. Живем, короче. Так, а там, короче, это. Да, с лучком пойдет. Нормально. Он насчет этого сала говорил. Ну. Классно. И, короче, набрал тут, я же сказал. Блядь, это не я. Да? Это Регина Васильевна все на. Я понял. Чтоб не голодал на. Ну давай. Будем. Ух, хорошо. Зимой, ребята, пельмени, это прям классно. Ну, летом вы души их не повозить, они растают. Хоть и какой холодильник бы там не вручал. А вот зимой, да, на перекус прям бомба. Все, покушали, помыли посуду. Котелочек затарили водичкой, сейчас помоем. Вот как дома, как у людей. На улице темнеет, ребят, пошел снег. И холодно, главное, и снег. Вот дела. Сработок нету, вот по сумеркам может еще что-то стрельнет. А так в целом, как будто бы я даже уже этому доволен, что даже вот у нас 5 сработок, 6 было. Ну, конечно бы повторить не помешало. А так шикарно. Сейчас Костяном карты поиграем. У нас, я как и говорил, рыбалка-отдых, новогоднее настроение, мандарины. Раскидаемся, партеечку. Давай, дурачка. Для разогрева, да? Да, так посмотрим потом. Посмотрим. Раньше возил этот, как его. Ну, простые, как бы, этот. Постоянно потом мокли, размокали. Сейчас вот в таком контейнере вожу. И нормально. Картишки. Так, у нас тут, наверное, лишние. Все поделить надо. Тройки, шмеки. Это надо убрать сюда. А здесь, наверное, уже для более одаренных сделано. Вот так. Держи. Что я буду развивать? Давай попробуем. Переводного, подгибного или простого? Без разницы. Давай переводного. Давай Ну. Не, переводного вдвоем мне интересно. Ну да, давай тогда простого. По классу. Просто с потайным сделаем, да и все. О! Класс. Класс. Черви. Ну, бля, я вдруг не обезусь, я хожу. Давай, ходи. Ничего страшного. Так, вспомнить надо сразу. Как там, что там. Не забудь, там потайной. Я понял тебя. Черви козыри, да? Угу. Да, да. Нету? Это, да? Так, кто отбивался, берет, да? Нет. Кто ходил уже, да? Сейчас говорю, вспомнить надо. Нет, говорит, бубей хоть. Хуем бей. Угу. Так, держал. Да. Тоже неплохо.
Технично. Ну что, ребята, все. Темень темная. Время 4 час. А у нас так кубрик дымит. Палаточка. Хорошо в палатке, ребята, вообще кайф. Тепло на самом деле. Что-то с Костяном картишки поиграли. Поговорили. О, что-то там у меня дальняк как будто просвечивает. Хочу сходить, ребят, прогуляться. Так, что-то чисто в трениках. На самом деле очень холодно. Сейчас в деревню созванивался. Уже говорит, 20 показывает. И температура все падает. У нас, по идее, должно 17 градусов быть ночью. А это еще только с вечера. Короче, 25-30, наверное, хапанем. Потому что здесь реально очень холоднее, чем в деревне. Буранка, ребят, смотрите, колом стала. Да, тишина, ребят. У меня вот здесь вообще на этой полосе сработок не было. Одна только вон там, вдали. И вот у Кости. Но у Кости, к сожалению, нет вот этих светоотражающих, не видно. Фонарик-то у меня дальнобойкий. Я вот хочу туда прогуляться. Не хочу технику заводить. Вот. Так-то все классно, чем. Балдеем. Отдыхаем. Не знаю, ребят, как видно на камеру. Но я еще вот с палатки светанул, получается. Фонарик 300 плюс светит. И вот увидел, получается, как сказать, светлячок. Если здесь снизу их не особо видно, то когда флажок встает, его замечательно видно. Видите, как он светится? И, соответственно, можно уже ориентироваться, что у нас загар. И на самом деле, ребята, загар. И загар. Здесь вроде как здоровая сорога у меня стоит. Очень здоровая. И полная вымотка, ребята. Блин, ну я без живца. Без ничего. Надо будет все-таки выйти. Ну, прогуляюсь, посмотрю и на самом деле. Ну, ладно, что, придется одеться. Надо завести технику, немножко прогреть. Прокатиться у Косяна посмотреть заодно. Все трещит, ребята. Эти березы гнилые трещат от мороза. Вот такие дела.
поеду, ребята, проверю жерлицы. Точнее, эту жерлицу и обход сделаю, у Косяна посмотрю. Даже по технике видно, как холодно, такое дымище прет. Страшное дело. У нас, кстати, Костя поехал до деревни. Ну, он вернется. Просто там небольшой момент рабочий, так скажем. Кое-что привезли ему, и потом уже только после новогодних праздников надо забрать. В общем, Косян поехал, еще, короче, мотанет 24 километра, 25 туда-обратно. Ну да. Ну ничего, техника на обкатке, пускай обкатываться. Оделся тепло, плотно, нормально. Все. Я на кочегарке, ребята. Скажем, блин, часом крепчает мороз, прям по палатке чувствуется, смотрю, по краям изморозь идет. По замку там смотрю. Ладно, поехали. Сейчас одеваю штаны, прокатимся, посмотрим. И будем готовить ужин, ждать Костю. У меня, кстати, для него новогодний подарок сегодня. Такие дела. Я смотрю, там луна, лунище вышло. Поглядим, короче, ребят. Ну, полная вымотка, не знаю. Ну, там живец, конечно, конь. Сами видели какой. Может, что-то и есть. А вдруг там такая щука новогодняя, а? Так, фонарик беру. Сейчас оденусь быстренько и погнали. Что-то свет, ребят, потух. Топка замерзла, блин. Да, вот такой мороз, ребята. Нафиг нам надо, по идее, вот так кататься. Такие морозы, блин. Крайне рыбалка жесткая получается у нас, морозная. О, загарчик есть. Полная вымотка, ребята. Хорошо. Но больше как будто нету. Два флажка. У меня и у Кости. Ну, едем на свой. Что, поглядим, ребята? Что тут на монстра? Да мне кажется, просто вымотало и все. Крепчает, зараза, блин, мороз-то. Ну да, как я и сказал. Скорее всего. А нет, оп, пошла. Здесь, ребята, была щучка-то. Здесь была небольшая. Ничего себе, блин. Это вот как, ребята, вот так, смотрите. Кишки просто свои, блин. Просто кишки. Щучка-то грамм 500-700. А кишки, ребят, смотрите, выплюнула. Ничего себе. Вот на такую сорожину хапнула, блин. Вот на такую сорогу, блин. Да. Дела.
интересные у нас. Все, заряжаю, ребят. Ну и дубак, блин, а. Там как раз есть большой живец у меня, еще один. Сюда же сейчас его заряжу. Блин, тут еще лески у меня тут порядком, блин. Раз, два, три, четыре. 4,5. Ну, такая же, ребята. Видали? Конская. Еще больше. Вон, блин, все трещит. Давай, мой тогда. Иди за хорошей щукой. Но только не за такой, блин. Решил, ребята, я к осени тоже проверить, потому что сильный мороз крепчает. Он приедет, замерзший. Вон, смотрите, какая луна. Как руки парят. Тоже полная вымотка. Блин, и воды столько. Я там сейчас проехал. Хапнул воды, но выскочил вроде нормально. Блин, побоялся, что гусянка забьется, потом приморозит все. Короче, смотрим. Костя, надеюсь, не будет против. Да и как бы что, рыбачим вместе, да. Рыбу тоже пополам делим вместе. Мне кажется, против не будет, потому что он приедет замерзший. Потом ездить, технику греть неохота. Есть, ребята. Идет щучка. Слушайте, даже неплохая вроде. Даже неплохая, ребята. Водит что-то. Полторашка, блин. Полтораха есть, ребят. Больше даже, наверное. О, какая красавица. Костян скажет: а, мою щуку достал. А мы-то скажем, что на его попалась. Жалится. Ну, слушайте, нормально. Полторашка есть. Я не знаю, прокатился вроде после сработок, я не видел. Вот эти вечерние выходы были. Ну вот что значит свежее место работает. Там уже, да. Так, та сторона уже все. Здесь все-таки еще можно рыбачить. Ладно, насаживаюсь. Ну что, не подскажем. По жабрам получила, мы прикатаем, конечно. Ну да, это прям поприятнее будет. Ну их ходит, ребята. Зверский просто, да? Почему так непривычно-то? Помню, уже заледенела она. Ну вот.
Новогодь ночь-то есть, ребята. Нормально. Неплохо. Уже неплохо. Ну, по расчетам столько жерлиц, ребята, конечно, это не результат. Техника стоит, ребят. Прогрел, блин, вообще тяжело. Костя тоже заводил, что-то пыхал. Тут, блин, походу, ребят, больше давит. Сейчас гусянку, блин, забил немножко. Ну, газа дал, вроде как подлетало все. Не гусянка-то нормально все, подвеска. Вот так у нас дымочек, ребята, прет. Мороз, дым столбом. И вот, заводюка. Вот она, ребята. Не фокусирую, а вот сфокусировалась. Какая-то полосатая, интересная такая. А, это ветки полосатые, говорю. Ну вот, морозина стоит, блин. Холодно. Ну все, дела сделал, так скажем, обход. Не знаю, может вечером еще обойдем, но технику точно заводить не будем, потому что 6 часов, ребята, 7 час. Костя на связь не вышел. Вот. Костя на связь не вышел, ребята, и ждем пока. Ну а пока займусь ужином, что. Ну, смотрю, вот свежие лунки, свежее место. Месту надо отдыхать все равно. Я считаю, здесь оставлял в ночь. Приезжал еще потом. Рыбалку делал. Там находил. Ну, в общем, надо менять, ребята, дислокацию. И место немножко отдыхает. И потом рыбалка там все равно опять попадается рыбка. А вот так получается в эту сторону. И вот кости там, ну не крупная, но полторашка нормально. Килограмм, в принципе, самая ходовая. Нормально, ничего, рыбалка у нас уже, так скажем, неплохая, пойдет. Вот, так что все, ребят, я сейчас начну готовить, по традиции штроган. В этом сезоне я еще не делал зимой. Это мое самое любимое блюдо на рыбалке, наверное, со сметанкой. Сейчас как раз Костян приедет и будет бомба. Так, сейчас делаю свет поярче и понеслась. Посуду помою. Тарелки сейчас все сполосну. Ну, в общем, наведу порядок небольшой. Древишки занес. Ну, как обычно, что. Как обычно. Так, друзья, что нам понадобится до штрогана? Да ничего, сковородка. Желательно антифригарная. У меня уже, не знаю, 7-я или 8-я, наверное. Простая печень, ребята, это печень цыплят, бройлеров. Да, у нас это из Мариэл, кстати, Республики Мариэл. Привет большой. У меня там много хороших людей. И все делает сметанка, ребята. В общем, жарим. Ну, еще не хватает лука, конечно. Соль, специи, естественно. Делается очень быстро, ребята. И очень вкусно. Вот так вот. Сковородочку сюда. У меня еще тут, видите, местами, ребят, подмерзшая. Ну, даже с одной стороны и пускай, потому что нарезается она намного лучше. Вот так по грязному, ребята, вместе со всеми вот этими делами нарезаем. Да, еще не оттаяло, ребят. Как-то так. Ну ничего, мы сейчас прям вот так и порубаем, ребят. Все, и это все дело, ребят,
на сковородочку. Поверьте, кто не делал, это просто бомба, ребят. Я лично уважаю, вообще капитально. Мне очень нравится. Я даже взял 2 пачки, ребята, печени. Ну, я думаю, такие едоки мы с Костяном, что нам и одной достаточно. Костя там еще набрал, блин, всякого разного. Картошки вареные, там, яиц, сало, колбасы. Я говорю, блин, Кость, как будто кушать приехали, блин. Ну а что, говорит, сидеть в темноте тут, что-то надо делать. Я говорю, ну так-то да, ну тоже. Лучше, говорю, вон что-нибудь приготовим горячего, съедим и нормально. Вот как пельмени сварили, съели за раз. И все сыты и довольны. Сейчас на печке, ребят, буду жарить. Плитку уже не буду ставить, газ буду беречь. Что-то газа мало. В общем, такие дела. Сейчас все нарезаем и жарить. Все, ребята. Открываем юшечку. Наливаем маслица. Масло, ребят, много наливать не нужно, потому что сметана масло даст. Так. Все. И красота. Вот так вот. Все. Готовится быстро, ребята, ничего сложного. А главное, очень вкусно. Но самую вкуснятину делает это сметанка, ребят. Сметана тоже замерзшая была. Морозы, да. Дело такое. Специй много не бывает. Здесь ничего такого перченого нету, ребята. И соли, соответственно, нету. Вот как-то так. Специи сразу добавлю, чтобы уже сразу открывались они в масле. Не, круто, ребята, круто. Вообще круто. Вот, блин, вот постоянно в каждом ролике, ребята, буду говорить. Топите за палатки, ребята, топите за палатки. Это реально бомба. Вот просто даже съездить с семьей вот так. Ну, у нас сейчас тоже как бы особо-то не рыбалка. В большей степени мы поставились и сидим, как бы занимаемся своими делами, общаемся, культурно отдыхаем. Но вот этот маленький, ребята, уголочек 2.30 на 2.90 в данный момент, он такой уют создает. Понятно, что здесь, ну, это не по уютному, это так, по-спартански. Можно здесь и навести было красоту. И у многих, я знаю, в палатке вообще люкс, кто прям рыбачит, там, ну, все эти нюансы, как бы, ну, это прям круто. И прям тянет, знаете, и вот в большей степени даже вот охота бывает посидеть в палатке, вот именно. Сейчас за бортом морозяка стоит страшно, а у нас здесь вот прям, сейчас юшку открыл, так хоть раздевайся. Так что, ребят, начните с небольшого, начните с маленького там какого-нибудь. Ну не берите какое-нибудь такое, знаете, непроверенное, какие-нибудь китайские, там что-то еще. Сейчас, в принципе, есть понимание, берите сразу более-менее что-то достойное. Если не хватает денег, не хватайтесь и не берите. Берите более-менее что-то, производимость какую-то, которая стоит на рынке, которая работает реально. Сейчас палаток очень много всяких различных, и потратить деньги там лучше добавьте, подкопите там, да, допустим, если не получается. Но возьмите сразу, чтобы вот этот кайф был полноценный, нежели, знаете, ну вроде здесь все хорошо, но здесь вот подтекает, здесь что-то еще такое. Ну, вот эти минусы, они, конечно, тоже, конечно, ломают.
В этом году я вот с полами, конечно, я ощутил разницу, блин, вообще бомба. Полы, конечно, решают вообще. Ладно. С наступающим, ребятки, с наступающим. Костя, кстати, отзвонился, все нормально, все, выезжает, скоро будет здесь. Ну, в общем, вот, друзья, минут 10 буквально на сильном огне. Вся водичка выкипела. Она у нас уже начинает поджариваться. Здесь больше, ребят, держать не нужно. Если вы хотите вот реально мягкую, сочную, то вот сейчас мы в данный момент просто пробуем на соль, на специи, добавить, не добавить. Красота, ребят. Она уже мне нравится. Почему не надо передерживать? Потому что, ребят, она уже потом будет не такая сочная, вкусная. Все. Теперь, ребята, самый главный ингредиент — это сметана. Прям целую банку. И туда, ребята, баночку нашей сметанки. Да любую сметану, ребят, какую хотите, там добавляйте. Вот еще лучок бы, конечно, туда. Что-то лоханулся я с луком. Не взял, не было, не помню, в общем. Все, ребята, и сейчас вот сметаночки, она потомится у нас. И это просто будет, ребята, обалденно. Косян приедет, попробует и охренеет. Все, юшку закрываем. Пускай сейчас просто тупо у нас томится. Еще дойдет немножко. И вот люблю, видите, ребят, как бульончик жидкое, чтобы можно было хлебушком макать. Да-да-да, а кто-то ловит налима на печень. Я его сам кушаю. Немножко поделюсь, ребят, своими эмоциями, впечатлениями. Эта палатка у меня новая. В этом году я приобрел 2 палатки. Снегиря и берега. На берег еще, ребят, не было выездов. Ну, потому что палатка очень большая. И как бы то одно, то второе, то третье. Что-то почему-то не срасталось все. Выехать. Вот. Но это мы наверстаем, ребят. Ничего страшного. По берегу я, в принципе, там все понимаю, что там будет все великолепно, потому что у меня аналогичная почти палатка была. И только появились новая печка, и там внутри уже будут теплые полы. А здесь, ребят, немножко я прям присматриваю. Все хорошо, но вот этот белый цвет меня убивает. Вообще убивает. Мне уже дверь ребята заморали кровью. Не знаю, то ли от щуки, когда там на руках была, то ли кто-то был порезан. Нашел вроде спрей какой-то, прыскаешь, он как пеной выводит, и потом как бы этот. Ну и опять же подготовка, ребят, смотрите. Вот что-то если готовить, надо какой-то, блин, приделать. То ли фартук, то ли что, потому что ну вот этот жир он будет брызгать, я его ухандокаю. Тут слои не снимаются, если, допустим, на береге можно отстегнуть слой внутренний, его там стирануть, как-то освежить, там постирать, то здесь, ребята, палатка трехслойная, но она прям слои за слоями. Здесь она уже цельно идет. Ну, что могу сказать, ребят, палатка очень-очень теплая, реально очень теплая. Если вы где-то стоите на лещах, где-то у вас такие хорошие морозы бывают, вот это вариант прям вообще сидеть, рыбачить комфортно на удочку, в трусах и не бояться ничего, как бы, потому что вывозит прям капитально. Я только юшку открыл, все, ребята, за бортом 20, не знаю, может больше, у меня уже все открыто, потому что жара. Реально очень теплая палатка, блин. Значит, насчет этого, да, плюс. Но вот такие моменты, конечно, да. Вот, если на камуфляже этого не видно, ребят, ты же брызок, там каких-то жир, там или там, ну, всякое бывает, там от дров, вот сейчас, допустим, там что-то протечет, какая-нибудь смола, там что-то еще. Но опять же, ходить вот так тряпочкой протирать тоже, ребят, это же
Ну, она и предназначена, и вообще техника и все вот эти вещи, которые при нем, они должны работать. Ну, зачем покупать нож там за 10, за 15 тысяч рублей и положить его на полку и хвалиться и там балдеть. У меня просто были знакомые, там, знаете, он достал нож, хвастается туда-сюда. А пришло дело готовки, я говорю, открой пару банок тушенки быстро, я макароны поставлю. Дай, говорит, нож или там открывашку, или так, что ты свой хваленый нож не достаешь? Ну, мне жалко, ну а что в смысле жалко, а как жалеть-то потом? Да, отработала, отхерачилась, отломалась, там, не знаю, перешли на новое, там, вот как я в этом году сделал, я свою старое все продал по дешевке и приобрел новое. Также и, допустим, через 2-3 года я, возможно, опять же поменяюсь, допустим, возьму более свежее. Ну, потому что должно все работать и приносить кайф. Я сейчас буду стоять здесь там с тряпками и там говорить пацанам, ну-ка, давай здесь не сори, там, ну, как-то аккуратнее, там, ну, понятно, и так все аккуратно, но всякое же бывает, мы в лесу, мы здесь как бы, ну, своя атмосфера, то, блин, ну, понт тут это какой, я вообще не понимаю. Должно приносить в удовольствие, вот и все. Ну, я очень бережный, ребят, на самом деле, я очень люблю чистоту, порядочность, чтобы все по полкам лежало, по своим местам, как бы, ну, это должно быть так. За вещами должен быть уход. Ну, прям капитального ухода, прям, знаете, такого, прям, ну, этого не получится никак сделать. И от этого переживать тоже как-никак. Ну, езди туда один, ты ходи в шлепках тут с пылесосом, блядь, и все. Вот. Ладно. Так что, ребят, я все намекаю, братва, делайте вещи, берите. И потом вы скажете, что это реально свой благородный кайф. Просто возле дома выехать куда-то на озеро там и поставить, и переночевать, знаете, и все. Класс. Так, а у меня, ребят, уже готово. А ну, ребят, дома не такое, поверьте. Пушка. Все, ладно, ставлю ее под печку, на фанерку. Там тепло. Будем ждать Костю. Вышел на улицу, ребят. Все, слушаю звук. Костя едет, не едет, переживаю, блин. Косян как бы еще не на опыте. Ну как сказать не на опыте, ну техника новая еще. Такое расстояние, конечно, не маленькое. Туда-обратно плюс мороз, блин. Ну связь вроде как есть, отзвониться можно. Так что я, блин, прям жду. Это смотрит, моргает мне, говорит привет. Я говорю здорово. Да. Только деревья хрустят, трещат. Ложится, блин, вулкан же занести. А там уже все, ребят, жита у нас 2 штуки там осталось. И эти убитые, которые были, тоже их забрал на спинку, если что цеплять. Вот так вот. Вон слушаю. А? Едет, зараза. Я уже думал, блин. Ну отзвонился, что выехал. Да, прет, ребята. Где-то там вдоль болота прет. Ну ничего, ужин готов. Сейчас тут затоплю, подкину. Догрею бродягу. Ну надо было забрать к Новому году человеку подарок, что-то такое пришло. Иначе потом бы хана бы было, блин. Сейчас. Костян по-любому задубивший. Сейчас он тут делает красиво.
Ребята, едет. Ну, я был уверен, что, конечно, все нормально будет. 100% был уверен. Но переживания все равно есть. Так что как-то так. Хотел, конечно, вдвоем съездить, но потом говорю, блин, Костя, и мы тут и ничего не успеем. И ужин приготовить надо, и за печкой следить. И 5-10. Смотрите, как луна, ребят, светит. Не знаю, как на камере видно. Просто без фонарика можно ходить. Топит, ребята. Обкаточку прошли. Все нормально. Сейчас маслица поменяем. И все, и будет на вооружение, ребят. 600-очка у нас, вторая. Костяныч замерз. О, лед трещит. Давай, щуку пугай. Пускай вечером выходит, покушает еще. Туда куда-то поехал. О, что это за леденелый бедолага. Че, Костя, что скажешь? Заебись. Холодно. Честно скажи, замерз? Так-то да. Ну а так охуенно, я тебе говорю. Ну слышишь, дело прошлое, ты нормально прошагал, 25 сейчас ушел. Ну, 25 км Блядь. сейчас пробежал. Я думаю, недолго ездил. Не, недолго. Ну все, ребятки, отогрелся. Костя у нас замерз. Все, сейчас поужинаем. Ну и что, будем балдеть. Контент 18+, как говорится, будем общаться, разговаривать. У нас тем более связь есть небольшая. Так что как-то так. Охота всех поздравить, ребят, с наступающим Новым годом. Именно этой рюмочкой. Год заканчивается, у нас это крайняя рыбалка. У меня точно в этом году. Год, ну, в принципе, неплохой, как бы сказать, по результату, как бы ничего такого. Особо никуда не ездили. Ну, так в целом, ребят, двигаемся с миру по нитке. Приобрел новую лодку. Идем вперед, только вперед, ребята. Вот и всех хочу поздравить, как бы, и сказать напутствие, что вот, что задумывались, что вот прям, ребята, вот прям хотите, делайте. Вот в данный момент Костя сидит, вот у меня напарник сегодня. В этом году он прям красавчик, он приобрел вот 600-очку, ребята. Это вторая у нас в деревне. Отучился на права, купил машинку. Блин, вот, ребят, ну это круто, на самом деле круто. У меня, братан, небольшой презент тебе, как обладатель Тафалара 600-ки. Молодец, поставил уже баночки, вот эти экспедиционные канистры. В первую Вот. очередь. Есть кофр. И я хочу тебе подарить, братан, оригинальную сумочку на руль. Подвесишь здесь она, ну, с кармашками, со всеми делами. Так, кто-то звонит. Паузу поставь, братан. 3 секунды сейчас скажу. Вот. Вот здесь силиконовая такая под навигатор. Может там, короче, можно спереди, можно сзади. Ну, в общем, держи, братан, подарок тебе такой. Спасибо. Давай. Чтоб ходила, бегала. Будет. Куда и, денется. и, не знаю, доставлял только удовольствие вот от этого. Да, базара нет, что, прикольная же хуйня. Что повесить, что здесь едешь, ебать, хотя Ну, бы, да. уже будешь заряженный, понимаешь, уже Он будет так как бы, заряженный у как меня уже. минимум, да. И как бы заряжать и заряжать еще можно, знаешь, сам же видел, да? Что Всё, можно спасибо, это, Андрюх. это. Давай, брат, давай. Все, ребятки, давайте мы ужинать. Строго, Кость, попробуй, кстати. Давай, Да, это как давай его, попробуем, чё. оцени, как бы, а то скажешь, что там этот. Отравил, блядь. Да. Давай, Давай. будем. Давай. Давайте, друзья. С наступающим. С всех. наступающим, да, ребята. Все четко, Андрюха. Ну, быстро, легонько, и как бы. Ну, вроде нормально. Я говорю, как то по ливеру. Вкусно? Вкусно. Ну и все. Все, братцы, давайте. Мы сейчас потом выйдем, погуляем. У нас тут недалеко, километров 7, наверное, 8 может. Ребята, охотники доложили, лосятина лежит, ободранная вся наглухо волками. Ну, как бы, 7 километров, конечно, это
принципе, расстояние, но волку, сами знаете, это не расстояние. Будем петардов забросим и будем спать, ложиться на это. Кило 420. Блин, а это за что брать-то? Все уже кован. Ох, ребята, протнуть даже не протну. Заполник, что ли, взять? Ой. Ну да. А 955. Ну, говорю, килл. Они уже подмерзли, уже меньше весит, конечно. Грамм 700-800. $735. Все правильно. Дровишки. Ребятки, доброе утро. Доброе морозное утро. Сегодня 30 декабря, ребята. На озере. Проснулись, спали вообще бомба. Просто великолепно, ребята. За бортом 30. Сейчас позвонили в деревню. У нас здесь вообще хорошо крепит. Вот смотрите. Солнышко встает. Палатка прям с печки, как, не знаю, с кочегарки какой-то. Дым валит. Все буранки промерзли. Сработок нету, ребята. За ночь ничего нас не щелкнуло. Но, мне кажется, и не щелкнет. Потихоньку раскачиваемся. Завтракать сейчас будем. Спали классно. Блин, что? Палатка теплая. Вообще. Красота. Вообще. Я не знаю. Костя вообще так даже не укрывался. Я спальник не залазил, просто я укрывался. Раза два-три мы подкидывали и на шайку. Закрывал дверь. Окно постоянно открытое. Нормально. Вот такая обстановочка, ребята. Техника замерзла вся. Все трещит. Техника замерзла, надо будет заводиться, отогреваться. 30 градусов. Все промерзло. Чуть тепло вам, ребята. Вот такие дела. Не знаю, сейчас, в принципе, утро, может, кто-то бы и щелкнет. Хотя, может бы, и все, и промерзло там, ребята. Будем разбираться, короче, смотреть. Так что такие дела. Доброе утро. Вот так вот, ребятки. Все это хорошо. Ну, надо и меру знать, так скажем. Вот потихоньку сейчас у нас дров еще куча осталось. Брикетов в пачку. Можно еще на одну ночь оставаться. Палатку сейчас пока не будем собирать. Начнем жалиться.
Потом, чтобы зайти погреться можно было. Все, потихоньку, помаленьку. Дело пошло. Так что, такие дела. Блин, одна ночь, ребят, это, конечно, мало. Я уже сколько кому не говорил. Ехать надо на 2 ночи. Вот это самый хороший вариант. И отдохнуть можно, и порыбачить. Хватит времени на все. А вот с одной ночевкой, конечно, маловато. Потому что, блин, лагерь поставить надо. Выставиться. Дни короткие, блин, ночь длинная, а день короткий. По-другому, блин, никак не придумать. А на 2 дня нормально. Сейчас бы стояли. Ну, понятно, что не клюет. В любом случае бы собирались. Но когда клюет, тогда можно. Вот так вот. Раскладушечка готова. Сюда, в сторонку. Ночью снежку поднавалило. Пух вот такой. Блин, летит капитально, конечно. Вот так вот. Ну, Костянчику сумочку такую тоже задарил. Красота. А так вот такие канистрочки, да, круто. Вот я все-таки хочу, ребята, сюда поставить. Назад канистрочку одну. А сюда сбоку все-таки крепление под бур. Аучи 2. Блин, ну дорогие, конечно. Таких денег что-то жалко мне, блин. Да, морозы, конечно, капитальные. Ну вот, ребятки, простояли жерлицы. У меня вот здесь вообще в этом кругу не сработало. Ну, что поделать? Что не поделать? Сейчас посмотрю. Промерзли, не промерзли. Онки, такой мороз, блин. Ох, блин. Ну, хотя нормально. В принципе, вот так можно двигаться. Будем собираться. Сегодня у нас 30 января, ребята. Надо ехать домой, закупаться и отмечать Новый год. Вот такая у нас рыбалка, ребят, предновогодняя. Ну ничего, мы нормально, классно отдохнули. Пообщались с Костикой. О. Воронью. Лисом на Новый год тоже на стол. Сейчас накроем. И вся любовь. Да, блин, ну конечно, Яндекс показывает одну погоду, а здесь вообще другое все. Вот и погнали, ребята. Ну, я так вижу, сработок нету, и не знаю, только вот в конце у нас что-то будет, не будет. Я сейчас чуть не проверял. Такие дела. О, ну все, ребятки, собрал жерлицы. Все. Сейчас остается собрать палатку, загрузиться и домой. Провозюкали что-то туда-сюда. Жерлицы особо не вмерзли, но как бы ни было, живец весь мертвый. Этим самым и заканчиваем, ребята, рыбалку на озере. До Нового года достоял. Сегодня 30 декабря 2023 года, ребята. Хочу поздравить всех с Новым годом, с Рождеством. Чтобы все сбываемое сбывалось, ребят. То, что задумали, все, чтобы сбылось. Чтобы было все хорошо, в семье порядок. В общем, как-то так.
Солнце садится, ребят, надо уезжать домой. Такая рыбалочка новогодняя. Ну что, прокатились, ребят. Костю поздравляю с приобретенной техникой, пусть служит верой и правдой, ходит. А вам, ребята, всего самого наилучшего. Все. Всем пока. Давайте, ребят, увидимся в новом году. Да, ребятки, вот это мороз крепчает, конечно. Жесткий, прям вообще капитальный. Костя ехать не может. У меня тоже ноги мерзнут. И пальцы скурка. Бывает, вот так меняю раз, как бы вот так еду. Хоть и подогревы стоят, но все равно. На квадроцикле тут вот ходил. Вот до реки добрались. Полдорожки проехали. Нормально. Оп, какая-то упал, блин. Нормально. Вообще потихоньку.